Падишах и дочь кузнеца. У моего отца был волшебный перстень, с помощью которого он подчинял себе 3 сестер-ведьм. После смерти отца ведьмы украли перстень. Ты должен отыскать тот перстень. Если отыщешь, эти колдуньи покорятся мне. Это и есть мое условие. Адулатхон попросила у Малики 40 дней сроку и уехала из ее дворца. Она объехала много гор, перевалов, степей и долин, но нигде не встретила ни одной ведьмы. Наступил 40-й день, и Адулатхон уже нужно было возвращаться во дворец Шахини Малики. «Лучше мне умереть здесь среди скал и камней, но остаться свободной, чем вернуться во дворец Малики и жить в рабстве», — подумала Адулатхон. Подумала она так, спешилась с коня, сняла с него седло, подложила его под голову и легла спать в тени одинокой чинары. Немного погодя, девушка проснулась и увидела перед собой письмо и саблю. В письме было написано вот что: «О, дочь кузнеца, намерения твои добрые, и потому этот старинный клинок поможет тебе разрешить твои трудности. Бери его и ступай за Черную гору». Адулатхон поцеловала саблю, приложила ее к глазам, а потом заткнула за пояс, рядом со своим коротким мечом. Села она на коня и поехала за Черную гору. За Черной горой она увидела белый шатер, а в шатре белую ведьму. «Ассалам алейкум», — сказала девушка старухе. «Ва алейкум салам, мой лакомый кусок. Сейчас я сыта, а позже я тебя обязательно съем», — расхохоталась ведьма. Адулатхон вынула из-за пояса саблю и показала ее ведьме. «Узнаешь?» — спросила она. «Это сабля старцев, покровителей людей», — ответила белая ведьма. «Знаешь ли ты, что вот уже несколько дней над Самаркандом льют сильные дожди, и все водостоки в домах у людей пришли в негодность? Так вот, старцы-покровители решили помочь людям и послали меня нарезать ремней из твоей спины, чтобы люди из этих ремней сделали на крышах желоба». «Ой-ой, как болит у меня спина!» — задрожала ведьма. «Пощади меня, пощади!» «Я пощажу тебя, если укажешь, где спрятан перстень отца Шахини Малики. Выше по этой горе есть еще один шатер, красный», — сказала ведьма. «Там живет моя средняя сестра. Она знает, где спрятан перстень отца Шахини Малики». Адулатхон поднялась выше по горе и увидела там красный шатер. В нем сидела красная ведьма и расчесывала свои волосы. «Ассалам алейкум», — сказала девушка. «Ва алейкум салам, мой лакомый кусок. Сегодняшняя доля моя. Сейчас мне не здоровится, но потом я тебя обязательно съем», — отвечала красная ведьма. Адулатхон показала старухе саблю и спросила: «Узнаешь?» «Да, это сабля старцев-покровителей», — отвечала ведьма. «Ты скажи мне, где спрятан перстень отца Шахини Малики. Не скажешь, так я нарежу ремней из кожи твоей спины», — сказала Адулатхон. «Я не знаю, где спрятан перстень», — отвечала красная ведьма. «Это знает наша старшая сестра. Она живет еще выше по горе, в черном шатре». Девушка поехала искать черный шатер. Скоро она увидела тот черный шатер. В нем сидела черная ведьма и варила пищу. Очаг ее дымил, и все вокруг было черным-черно от черного дыма. «Ассалам алейкум», — сказала девушка. «Ва алейкум салам, мой лакомый кусочек. Как хорошо, что моя сегодняшняя еда сама ко мне пожаловала. На собственных ногах», — отвечала ей черная ведьма. «Да, я пришел сюда на собственных ногах. Пришел за твоей душой. Если ты не отдашь мне перстень отца Шахини Малики, я изрублю тебя вот этой самой саблей», — сказала ведьме Адулатхон. Увидела черная ведьма саблю, задрожала и сказала: «О, обладатель сабли старцев-покровителей, ты задал мне трудную задачу, ведь я спрятала тот перстень так глубоко в землю, чтобы ни один человек не нашел бы его и не сделал бы нас 3 сестер-ведьм своими рабынями. Но делать нечего, я отдам тебе тот перстень». Сказала так черная ведьма, вышла из черного шатра и громко позвала своих сыновей. И вот с 4 сторон, с гор и пригорков, спустились 40 черных девов и встали перед матерью в ряд. «Сыновья мои», — обратилась к ним черная ведьма,
разыщите перстень отца Шахини Малики и принесите его мне». И 40 черных девов-великанов принялись разгребать землю своими острыми когтями. Скоро они нашли перстень отца Шахини Малики и отдали его матери. Черная ведьма надела на палец Адолатхон тот перстень и сказала: «Были мы свободными, теперь снова стали рабами. Что прикажешь?» «Отнеси меня во дворец Шахини Малики», — отвечала девушка. Черная ведьма схватила Адолатхон вместе с ее конем и в один миг доставила во дворец Шахини Малики. Адолатхон отдала Шахине перстень ее отца. Обрадовалась Шахиня Малика, накормила на радостях всех голодных, одела всех неодетых и объявила своим придворным, что она выходит замуж за юношу, который ответил на все ее вопросы и выполнил ее условия. И сказала тогда Адолатхон, дочь кузнеца: «О, Шахиня Малика, прежде чем стать твоим мужем, я хочу осмотреть твой дворец». Шахиня Малика повела Адолатхон по своему дворцу и принялась показывать все свои богатства. Когда они смотрели роскошный дворец, Адолатхон вдруг услышала шум маслобойки. Шум доносился из подземелья. Адолатхон захотела посмотреть и маслобойку. Спустились они в подземелье и увидели бывший падишах с ярмом на шее, ходит вокруг маслобойки, а слуга Шахини Малики еще подхлестывает его кнутом. И сказала тогда Адолатхон Малике, указывая на падишаха: «Пусть этот раб будет у нас конюхом». Согласилась Малика, и бывшего падишаха отправили на конюшню. Потом Адолатхон сказала Шахине Малике: «Вели седлать 2 коней. Мы сейчас отправимся в мою страну. Вели тому конюху ехать с нами. Он будет присматривать дороги за нашими конями». И отправились они в дорогу втроем. Ехали и добрались до одинокого родника. Спешились там, напоили коней и сами сели отдохнуть. Потом Адолатхон отозвала в сторонку конюха падишаха и сказала ему: «Я отдаю тебе Шахиню Малику. Бери ее и поезжай в свой дворец, а я поеду своей дорогой». Удивился падишах, но с радостью согласился. Адолатхон стегнула своего коня и поскакала ко дворцу падишаха другой, короткой дорогой. Вернулась она во дворец, переоделась в свое платье и стала поджидать падишаха и Шахиню Малику, а визирей и других придворных выслала навстречу их повелителю. Скоро во дворец въехал сам падишах, рядом с ним Шахиня Малика, а позади визири и все придворные. Увидав Адолатхон, падишах сказал ей: «Ты видишь, я взял себе в жены Шахиню Малику. Теперь ты не жена мне, я трижды объявляю тебе талак. Теперь ты служанка Шахини Малики. Ступай, приготовь ее в покое». Адолатхон ушла, надела снова на себя мужской халат на голову, тельпак, на ноги сапоги из цветной кожи, подпоясалась золотым поясом, а за пояс заткнула свой меч, саблю, подаренную старцем-покровителями, и снова вышла к падишаху. Изумился падишах, увидав в своем дворце юношу жениха Шахини Малики, а Шахиня Малика обрадовалась. Юноша был умным и красивым, а падишах глупым и безобразным. Ей совсем не хотелось идти замуж за этого падишаха. Посмотрела Адолатхон на падишаха и сказала: «Эх ты, глупый падишах, неблагодарный падишах, посмотри на меня хорошенько. Неужто не узнаешь ту, которая вызволила тебя из рабства, ту, которая отдала тебе в жены Шахиню Малику? Я дочь кузнеца Адолатхон». Тут и Шахиня Малика разгневалась. «Пусть падет проклятие на голову такого падишаха», — сказала она. «Пусть сгинет такой человек, который не дорожит столь умной и красивой женой. Я отправляюсь обратно в свою страну, в свой дворец». Сказала так Шахиня Малика, сняла со своего пальца волшебный перстень и подарила его Адолатхон. «Возьми этот перстень, сестра моя, Адолатхон», — сказала она. «Ты его добыла своим умом и храбростью. Он принадлежит тебе по праву». Сказала так Шахиня Малика, села на своего коня и ускакала в свою страну, в свой дворец. Дочь кузнеца, умная и красивая Адолатхон, вернулась в дом своего отца-кузнеца, а глупый и безобразный шах остался в своем дворце.